Тема урока – центр масс и виды равновесия. Но виды равновесия – это из элементов статики. Собственно, в 9 классе достаточно подробно, поэтому просто напомню. Итак, центр масс. Вот. Что же такое центр масс? Чтобы понять, что такое центр масс, возьмем тело, ну, скажем, некое неоднородное тело в виде, ну вот такая вот палочка здесь это, и бросим его. Так как не совсем правильная геометрическая форма, то вот здесь какая-то точка. Если мы поставим на опору, то тело будет в равновесии. Так вот, если взять это тело, бросить, и оно, понятно, что оно будет лететь и вращаться, то существует такая точка, которая ведет себя таким образом, как будто здесь сосредоточена вся масса тела. Вот эту точку и называют центр масс. Я его еще вот тут давайте нарисую. Ой. Как будто здесь сосредоточена вся масса тела. И вот тело летит вот таким вот образом. И вот эта вот точка, которая ведет себя, как будто там сосредоточена вся масса, называемая центром масс, она будет двигаться вот по такой вот дуге. То есть как движение под углом к горизонту. Вот это и есть центр масс. Вот. Но зачастую эта точка совпадает с центром приложения силы тяжести. Вот центром тяжести так называемой. Ну, к этому чуть позже вернемся. Рассмотрим случай, когда у нас есть неоднородное такое вот тело. Ну, я вот так вот покажу. Ну, что-то типа гантели. Вот. Если массы различные, ну, где-то центр масс будет находиться вот здесь. Введем систему отсчета. Вот такую систему отсчета X, Y. Вот. И проведем. Значит, здесь это давайте обозначим. Вот так. Это пусть будет L1, это масса M1. А здесь L2. Вот этот вот кусочек до центра масс. Это масса М2. И теперь проведем радиусы векторы. Каждый из этих тел. Вот так проведем. Это так вот точка здесь проведем. Вот так. И здесь проведем вот так. И теперь давайте обозначим это R со значком C. То есть радиус вектора центр масс. Здесь давайте обозначим R1, соответственно. И здесь R2. Вот так обозначим. Вот. Так как вот эта вот точка, являющая центром масс, то у нас что получается? Здесь можно сразу записать M1 умножить на L1 будет равно M2 умножить на L2. Вот. Ну, G я сокращаю сразу. Сила умножить. Mg это сила. Умножить на ее плечо. Вот до центра вращения или центра масс. Вот. Это вытекает у нас из, значит, правила моментов или, как следствие, это правило рычага. Вот теперь давайте распишем. Посмотрите внимательно. Радиус вектор RC будет равен сумме R1 плюс L1. Давайте в векторной форме запишем. Значит, RC у нас равно R1 плюс L1. Вот. И для вот этого вот случая запишем то же самое. Получается RC у нас будет равно R2 плюс R2 плюс L2.
То есть сложение векторов, по сути дела. L2 получается. Вот, теперь давайте первое умножим на m1, а второе умножим на m2. И потом сложим эти. Ну, вначале умножаем. Значит, что у нас получается? RC умножить на m1 плюс R1 умножить на m1 и плюс L1 умножить на m1. И, соответственно, здесь то же самое умножаем. RC умножить на m2 плюс R2 умножить на m2 и плюс L2 умножить на m2. А теперь почленно складываем. Итак, получается RC умножить на m1 плюс R1 умножить на m1. Так, чего я тут... здесь же равенство. Да. Равно, конечно. Бывает и такое. Так, равно. Так, тогда RC на M2 равно. И здесь R1 на M1 плюс L1 на M2. Так, плюс не помещается. Ну ладно, здесь R2 на M2 плюс L2 на M2. Так как, смотрите, что у нас получается противоположные направления, поэтому вот эти вот части у нас взаимно, так, M1 уничтожается, и остается у нас вот такая вот запись RC на M1 плюс RC на M2. И здесь равно R1 на M1 плюс R2 на M2. Ну и теперь, значит, координату или радиус-вектор RC мы получаем. Значит, выносим здесь за скобочки. И у нас здесь получается M1, я вот так поменяю, так удобнее, на R1 плюс M2 на R2. А здесь остается сумма масс. M1 плюс M2. Вот это и есть определение радиус-вектора центра масс тел. Если теперь мы относительно оси X и относительно оси Y делаем, то мы можем записать XC равно, это у нас что получается, M1 умножить на X1 плюс M2 на X2 и разделить на сумму масс M1 плюс M2. Точно так же для YC мы определяем, где X1, X2 это координаты точек вот этих, значит, M1, Y1. Вот это удобнее использовать при решении задачи M2 на Y2 и разделить на сумму масс M1 плюс M2. Вот это и есть нахождение центра масс тел. То есть две формулы, это в общем виде мы вывели, а это вот для конкретных случаев, когда относительно оси X и относительно оси Y. Ну и теперь виды равновесия. Значит, если у нас тело, скажем, шарик находится вот на некоторой вогнутой поверхности, так, я вот так покажу, от одной точки, давайте я
путем параллельного переноса, так просто в этом случае удобнее, N1. В этой нижней точке тело может находиться бесконечно долго, но стоит его перенести вот в эту точку, значит, смотрите, что получается. Сила тяжести вот так направлена, N направлена так. То есть они в сумме дают некую равнодействующую. Итак, если тело при выведении из положения равновесия возникает равнодействующее, направлено к положению равновесия, такое равновесие называется устойчивым. Вот. Теперь, если мы возьмем какую-то однородную вот такую вот, ну, линеечку, скажем, вот. Вот здесь ось вращения, вот здесь центр масс. То есть, если эта точка вращения лежит выше центра масс, то такое равновесие называется устойчивым. Как бы вы ни выводили, тело всегда вернется в исходное положение. Возьмем некую выпуклую поверхность. На любой выпуклой поверхности вы можете поместить шарик вот в эту точку. Но я уже не буду обозначать силы. Ой, вот так. Вот, в этой точке, если будет находиться, ну, можно найти такую точку, когда будет находиться в равновесии. И стоит тело перевести вот сюда, значит, сила тяжести направлена так, реакция опоры так. Возникает равнодействующая, направлена от положения равновесия. В этом случае тело скатится. Такое равновесие называется неустойчивым. И, например, вот для вот этого однородного случая, значит, вот он центр тяжести, вот ось вращения. То есть в этом случае, если вот эта ось вращения, то как бы вы ни поднимали, тело всегда вернется таким образом, то есть примет устойчивое положение, когда центр тяжести будет находиться ниже, чем ось вращения. Вот такое, значит, равновесие неустойчивое. И если тело находится на горизонтальной поверхности, сюда сила тяжести, сюда сила реакции опоры. Вот, направлена. В этом случае равновесие называется безразличным. Если опять возьмем вот эту вот линеечку, центр тяжести здесь, и здесь же ось вращения. Такое равновесие называется безразличным. Этот случай и вот этот случай.